Доброй ночи, дорогие друзья. Взял GPS ошейники. Сейчас пойду одену один на Синая, другой на Алиту. Потому что это те звери, которые большой ход делают. Алита может за километр уйти, Синай еще больше. На Луйку не буду одевать, так как она ход такой не делает. И если она будет бегать, то будет рядом с Луей, рядом с Алитой или со мной. С Синаем она в основном не бегает. Вот сейчас выпустим, погуляет ночью. У нас 12 часов ночи. На 2 часа их выпущу. Пока все равно я спать не буду. Поснимаю для вас какой-нибудь материал. Похожу, пообщаюсь с животными, потому что целый день был занят. Приключения были. Машину забрали у меня на штрафстоянку. Короче, у кого забирали на штрафстоянку, тот знает, какие это заморочки. Особенно в Санкт-Петербурге. Когда не местные, тем более, и когда этих штрафстоянок там сотни и не знаешь, куда ехать. Короче, убил очень много времени, нервов и, в общем, вернулся домой только недавно. Поэтому сейчас повыпускаю собачек, пусть погуляет, валендов наших и Синая. Ну капец. Алитка, давайте идите отсюда. Давайте, идите отсюда. Иди гуляй. Идите гулять. Видите, как реагирует? Он побежала троица. Они с ума начинают сходить все. Вега, все, тихо. Вега, ну все, тихо. Не надо. Куба тоже ходит. Ну с тобой попозже. Подожди. Вы уже в положении, может быть, поэтому с вами сейчас нельзя так. Тайга, красавица. У тайги все хорошо. Постоянно сейчас лежит в будке. Оттуда особо не выходит. Давайте проверим, тепло ли у нее, нет. Так, смотрим, валендов нету, чтобы сюда не заскочили. Так, тайга, нельзя. Пойдем. Тихо. Я в чистой одежде. Пойдем, давай проверим. Так, суем. Тихо, руку туда. Ох, какая там жаришка. Хорошо там, давайте сейчас поснимаю. Тихо, тайга, уйди. Не пускает меня туда, не пускает. Вот туда сено положили, все сухенько, хорошо. Очень тепло здесь, вот камера, батарея. Все, в общем, хорошо. Очень тепло здесь. Молодец, тайга, готовься. Вот поролон, кстати, очень хороший. Она его не дерет, не кусает. Спокойно заходит, выходит отсюда. Так, что там, бегает кто-то, что ли? Вроде бы убежали. Надо посмотреть, куда они там убежали-то. Сейчас посмотрю. Так, Луя, Сина, это на Лую надо поменять. Сина уже удрал. Сколько? 110 метров. Сейчас я старт нажму. И все, они вместе где-то. И Луя ушла. Тоже рядом. Алита, точнее, у меня Алита там на карте, где они тут. Так, ничего не видно. Вот они. Недалеко, в принципе, пока что. Дорогие друзья, очень опасно вот так вот выпускать их, только если следить. Потому что сразу подбегает к тайге. Луя и Алита порвать хотят кубик, веги, и начинаются драки между такими решетками. А здесь очень сильно можно друг друга поранить. Поэтому только следить и смотреть. Только завыли волки все, они прискакали сразу же, тут как тут. Алита, ты что здесь забыла? Алита, давай гулять, бегом отсюда. Давай, иди отсюда. Не хочет гулять. Вот она вот эти признаки у нее есть, может, мнимой беременности. Обычно она сразу текает и в лед уходит. А сейчас что-то он тусуется рядом, не хочет. И лезет в драку, провоцирует. Ну чё, красавица, чемпионка мира. Чемпионка мира. Чё не гуляешь? Чё не гуляешь? Чё не идешь гулять? Иди гуляй. Видите, какой провокатор? Поэтому их лучше брать
садить в машину и увозить отсюда на гулянку. Иди отсюда, иди гуляй, иди, зайца тропи. Вон Синай прибежал. Синай тоже, давай отсюда. Синай, иди гуляй. Идите гуляйте, иди. Да, теперь Луйки нет. Вот как, знаете, бывает такое, на кого ошейник не надеваешь, того нет. И того потом долго. В прошлый раз пошли Синай, Луи, Алита. На Алиту не надел ошейник, одел на Синай и Алиту. На Синай и Лую. И потом Алиту ждали часа, наверное, 1,5. Нигде ее не было. Поэтому и тут сейчас Луйки нет. Ну, сейчас ошейники одел, буду отслеживать. Надо еще минимум 2 ошейника. Что ты здесь забыла? Идем гулять. Иди. Посмотри, сколько здесь леса. Иди гуляй. Они ждут просто меня. Хотят со мной пройтись. Я волков поснимать хотел. Зашел к ним. Акела сразу подскочил ко мне. Я в одежде просто совсем другой. Он почему-то робу постоянно опасается. А вот когда в своей одежде заходишь, он аж нападает. Кто-то зашел. Опять на территорию. Только 200 метров были. Алита прибежала обратно. Вот видите, как кипишует. Все хвосты подняли пистолетом. Кел, иди сюда. Что-то вы вообще встревожены. Вот в таком состоянии не хочется заходить к ним. Очень опасно, он раздраженный. Он может и меня так сейчас цепануть. А у меня внутри все переворачивается, когда я нахожусь в этот момент. Потому что действительно очень опасно. Вот там Алита ходит, раздражает. Смотрите, как фурия подняла. Все, фурия. Вот у них пока такие отношения. Видите, раздражители для волков, конкретные раздражители. Вообще любые особи для них, это если они не в стае, раздражители. Но Алита была в стае, и фурия ее признавала, но потом на время отсадили, и все. У нас еще одна новость, дорогие друзья, на передержку нам, скорее всего, скоро приедет тоже один из канадских волков. Передвижные зоопарки закрывают, массово избавляются от животных. Ну, не то, что избавляются, их продают за деньги. Конкретно взрослых особей продают за деньги. И вот в беде оказались волки. За одного волка я ручился. И его, скорее всего, на время приючу к себе. И будем искать им новых хозяевов, ответственных, может быть, и за границу куда-нибудь. Но самое важное, чтобы он попал в очень хорошие руки. 100%, скорее всего, тем, у кого уже были волки, держали волков, держат волков, но не в частные. Но пока он, скорее всего, у нас будет где-то кантоваться. Надеюсь, до этого времени нам вольеры достроят, хотя бы вольеры его посадить. Он не ручной, сказали, как, дикий, в общем, волк. Наверное, как фурия будет, что не подойдет, ничего. И самец плюс. Вот, поэтому будем думать, в общем. Я говорил это в Инстаграме на стриме. Возможно, будет когда еще стрим, еще об этом поговорим. По этому поводу. Вот эти раздражители. Акела как
защищает, в принципе. Он видит, что фурия настроена. Но этот тоже настроен что-то так. Эй, тихо, ты в меня чуть не врезался. Тихо, тихо. Кело. Ё-моё, слушайте, мне тут уже некомфортно находиться. Я отсюда лучше выйду. Вы посмотрите на Акела. Акела, нет, все, пока. Как-то мне с вами некомфортно сегодня. Очень даже тревожно с вами находиться. Еще и очень холодно, кстати. Сейчас я положу телефон, посмотрю, где они там по навигатору, где Синай бегает. Тайга, когда ты родишь уже? По срокам уже должна. Посмотрите, прибежала. Ё-моё, фурия как сетку тут грызанула. Я аж офигел. Все ровно с сеткой. Фурия, ну что ты, нифига себе, она убить просто хочет. Ой-ой-ой, фурия. Короче, надо их загонять, потому что... Или уходить с ними. Просто так их нельзя выпускать, надо уходить. Пойду с ними тогда прогуляюсь немножко и потом их заведу. Сегодня просто холодно сильно. Надо одеться потеплее, пойти прогуляться с ними. В общем, Луйка прибежала обратно, а Алита и Синай ушли вот на 400 метров отсюда. Сейчас, видите, Луйка не хочет, она от меня не отходит. Сейчас я посмотрю, пройдусь с ней, пойду по навигатору, где они там ползают. И это, Синай как будто обратно начал возвращаться, а Алита нет. Алита наоборот уходит. Ну, сейчас проверю, где они. Да, это, подойду к ним. Вот она, посмотрите, ждет меня. С ними не пошла, видите, вот она такая как бы испугалась, когда в Архангельск ехали, она 2,5 километров от меня ушла с людьми и все, и потом выла. И вот как травму получила. До этого в лесу она 400-500 метров уже сама уходила. А сейчас все, боится меня после того случая потерять, надо это как-то травму психологическую ей убирать. На эти вон уже гаврики ушли, 422 Алита метра ушла. Пойдем сейчас с ней. Дорогие друзья, вышел за Синаем и Алитой. Показывала, короче, до них 900 метров. И связь потеряла сначала у Алиты. Вот, видите, внимание, утеряна связь с Алитой. А потом связь потерялась и у Синая. Хотя батарея показывает, что есть. Не пойму, что за ерунда. Вот Синай. Батарея есть, показывает, но связь... А, вот 998. Вот расстояние. Вот они куда ушли. Вместе с Алитой. Луйка здесь бегает, нюхтит. Там 100 метров отбежит, возвращается. 100 метров отбежит, возвращается. Ищет здесь заячьих следов много. И она вон, посмотрите, даже сейчас зайдем. Вот я увидел. Вот он, заячьи следы. Смотрите. Видите, прыг-скок здесь делал. Вот она по заячьим следам тут бегает. Так. Вот Синай появился в сети. Алита нет, она рядом с ним была. Вот на возврат идет теперь, по-моему. Да, нет. Да, на возврат пошел. Ну, сейчас мы попробуем обрезать их. Все-таки километр. Вот заячьи следы, смотрите. Зайца много здесь. Это, кстати, свежий след. Да. Свежак, вот она поэтому и чухнула. Луйка тоже вон чухает, бегает. Вот Алита появилась. Где у нас Алита? Там сейчас посмотрим. Блин, ну не показывает Алиту. 0,61 почему-то. 0,61 это меньше. Скольки там? Меньше 10 метров. Видите, связь утеряна.
Не знаю, что там происходит за километр. Но уже... А, вот батарея, видите, показывает. То есть, то нету, и связь плохая. Да, Синай на возврат пошел. 839. Сейчас мы тут... Луйка тоже ушла. А, вон она уже. На возврат идет. Молодец, Луйка. Где заяц? Ищи зайца. Носится здесь. Да, с Алитой постоянно связь теряется. Вон заяц здесь все истоптал. Вот на лыжах кто-то тропил. Посмотрите. Ах, хитрецы, мудрецы на наших территориях лазят. Ходят на лыжах. Тоже след сегодняшний. Собаки гонщиками ходят. Нехорошо. Неправильно это. Это уже территория все выкуплена, наши. Зачем тут ходить? Тут всех соседей знают. На частных территориях ходят. Ну ладно. Что поделать. Это уже не наша работа. Мы без ничего просто гуляем по своей территории рядом. А вот уже на возврат, да, пошли. Блин, стоп. Вот. 606 Алита, 573 Синай. Примчала Алита первая, потом за ней Синай. Он бедный устал, да, Синайчик? Ну что, зайца не хотите искать? Луйка мучает он. Везде зайчи следы. Давай, давай, вперед, Алита. Молодцы. Вон. Да блин. Играть все им надо. Бежали. Дорогие друзья, метров 500 мы здесь от вольеров этой арии Умки и братиша. Вы слышите, как Умка лает? Представляете, как слышит за 500 метров? Очень тихо я шел. Ну, здесь не слышно особо. Но за 500 метров какая-то куча шумов. Представляете, как чует? В прошлый раз Алита тоже сидела с ними. Они вместе лаяли. Поэтому, дорогие друзья, у них очень слух. Именно гибриды лают. Валенды, гибриды. Ну вот, Умка. Лайки не лает. Не чует еще на таком расстоянии. Вон их нету. Тоже чухнули сейчас куда-то. Надо смотреть по навигации. Я примерз. Замерз уже немного. Думал обратно возвращаться. Но сделаю круг все-таки. С ними посмотрю, куда эта лыжня идет. Где он тут ходит, охотник этот. Где режет что. Не просто так, наверное, они разрываются рано утром. Лыжи, ну, это охотники ходят. И они это чуют их и разрываются с утра пораньше. Надо как-нибудь поймать его здесь и предупредительный сделать. Синай, дорогие друзья, ушел вообще в другой стороне. Сейчас. И это, видите, пошел как режет. Алита стойка, Алита рядом, метров 50-70. Синай он резал. Ну, на свою тропу он возвратился. Сейчас прибежит сюда. Метров 200 отсюда. Интересно, там он следы, наверное, распутывал. Ну все, троица на месте. Очень легко ими управлять через Синая валендами. Прям вообще проще простого. Синай послушный. Я его взял. Он сразу забежал сюда. Эти за ним все сюда. И все. Спокойно прям. Это не видите, как сестры. Алита как старшая сестра наказывает. Где-то за наглость Луя. Я вообще офигел. Луя стоит как танк. Этот бежит со скоростью. Синай. И Луя как стена просто тупо стоит. Ну, охотится на него. А этот просто, она шаг делает специально, куда он вернуться хочет. И прям как в стенку в Луя. Луя даже не пошевелится, а Синай аж это... Ну, тяжеловес, конечно, Луя. Тяжелая.
Надеюсь, это постранеет сейчас. Сейчас перерастет свой возраст. И 10-11 месяц. Не, 10 месяцев. Она в феврале, 2 февраля родилась. Поэтому ей сейчас 10 месяцев. 10 с половиной. Да, что, сейчас ошейники с вас поснимаю.